Здравствуйте, уважаемые телезрители. Эфир АЛЛАТО-24 продолжает программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. В день празднования Курман-айта мусульмане всего мира совершают омовение и праздничный айт-намаз, обращаясь с мольбой к Всевышнему. Приносят ритуальное жертвоприношение и делятся с близкими соседями и нуждающимися. Поэтому Курман-айт является праздником очищения и благотворительности. Об этом говорится в поздравлении президента Садыра Джапарова. В этот день принято накрывать на стол, просить прощения друг у друга, желать крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Сегодня в праздничном эфире мы приветствуем Франбек Кызы Джамал, председателя правления общественного объединения «Прогрессивное общественное объединение женщин Мутакалим». Она гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Огромное спасибо. Мы очень рады вас видеть сегодня в нашем эфире. Позвольте поздравить вас со священным праздником Курман-айт. И сегодня во всех мечетях Кыргызстана прошел праздничный намаз, но мы знаем, что его совершали в мечетях только мужчины. Скажите, пожалуйста, совершают ли намаз женщины и о чем в первую очередь их мольба и обращение к Всевышнему? Всех вас с праздником Курбан-айт, дорогие кыргызстанцы. Конечно, те ритуалы, которые делают мужчины, в основном тоже совершаются женщинами. Но есть определенное разделение, когда мужчины идут в мечети, женщины остаются дома, тоже читают намаз. И, наверное, каждый женщина просит Всевышнего, чтобы был мир, процветания в нашей стране, чтобы эта пандемия быстрее прошла, чтобы мы начали прежнюю нашу жизнь. Да? И, конечно, каждая женщина, которая является матерью, просит о здоровье своих детей, родственников, родителей и о благополучии нашего государства. Женщина – это хранительница очага, так было всегда. И скажите, пожалуйста, вот праздник Курман-айт, он тоже имеет определенный смысл, значение, и в этот день особенно хочется говорить о том, какой посыл он несет всем мусульманам и всем жителям нашей страны. Конечно, это праздник, очень большой праздник для мусульман всего мира. Мы все знаем, что в религии ислам есть два праздника. Это Ороза-айт. После Ороза-айта 70 дней наступает праздник Курбан-айт. Да? И этот праздник Курбан-айт еще связан с совершением хаджа, кто сейчас в Саудовской Аравии совершает паломничество. Но, к большому сожалению, из-за ковида, из-за пандемии наши граждане второй год не смогли выехать из-за безопасности. Да? И вот этот праздник, он считается, определяется в месяце Зульхиджа, 9-й день, это Яумуль-Арафа, определение дня. Все мусульмане держали вчера пост, у кого позволяет здоровье, возможности, да. И сегодня уже начинается айт. И, конечно, этот праздник, Курбан-айт, он считается большим праздником для мусульман. Если Ороза-айт это один день мы празднуем, то Курбан-айт идет Курбан-айт, и после Курбан-айта 3 дня. То есть 4 дня празднования идет. Почему? Мы должны понимать, что это, если взять историю ислама, он идет с времен Ибрахима алейхиссаляма и его жены Хаджара, да, когда у них рождается ребенок Исмаиль, и от Всевышнего поступает повеление, он видит во сне, что нужно принести жертву своего сына. И, наверное, каждый Создатель Божий, он, он связан с ребенком, да, и 2-3 дня он сомневается. И Яумуль-Арафа это определенный день. Вот 9-й день Зульхиджа, он видит сон. И он говорит, да, мне Всевышний, мой Создатель, повелел привести в жертву моего сына Исмаиля. И он утром идет делать жертву своего сына. И повеление Всевышнего, нож не перерезает ему горло, и с небес ангел спускает вот этого черного барашку. Да? И с этих пор, это 22-й отец, прадед пророка Мухаммада, саллям, и с этих пор у нас стало ритуалом приносить жертвоприношение. И этот ритуал повторил тоже Мухаммад, алейхиссалям. Это передается хадис Анас ибн Малик, где он приводит пример, что Мухаммад, алейхиссалям,
в Курбан-Айте зарезал белого черного барана, ногой оступился о бок этого барана и сказал «Бисмилля Аллаху Акбар». То есть это ритуал идет с времен Ибрахима алейхиссаляма. И его основной месседж, который он несет, это идет вера в единобожие и вера в то, что Всевышний тебя видит, и мы поклоняемся к Нему. Да? То есть вот этот весь смысл, вся философия этого праздника в этом, что мы верим, то, что нам повелевает Всевышний, мы его делаем. И это доказала наша история, что мы поклоняемся Всевышнему. И эти 3 дня, оно, конечно, сопровождается благотворительностью, помощью бедным, да, раздачей всяких подарков, да, которые нужны нуждающимся, да, чтобы в этой планете не было вот именно в дни Курбан-Айта ни одного голодного, ни одного нуждающегося. Да. То есть принцип этого большого праздника в этом. Президент в своей поздравительной речи подчеркивает, что сильное общество всегда должно быть готовым ко всем трудностям, испытаниям и изменениям. Скажите, пожалуйста, вот как мы должны относиться к каким-то трудностям, которые возникают в жизни? Чему учит нас священная книга Коран? Как нужно терпеть вот все невзгоды и в то же время не терять надежду? Наверное, это самое главное в религии говорится, каждое ваше деяние идет от вашего намерения. Да? И, наверное, каждое наше намерение, оно должно быть только хорошим. И самое главное в своей жизни мы должны уметь терпеть, уметь прощать и уметь благодарить. И, наверное, это основные принципы любой религии. Да? И то, что наш президент сказал, наверное, наши люди, особенно во время пандемии, в прошлом году, черный июль, они доказали, насколько они любят свою страну, насколько они любят друг друга, да? Несмотря на их нации, на их возраст, на их гендерное расположение. Да? Все люди объединились и помогали друг другу. И это, наверное, нам помогло выйти из черного июля. И сейчас тоже, это тоже, наверное, от Всевышнего для нас как экзамен, да, вот эта пандемия, которая длится 2-й год. Да, и насколько мы сплоченные, насколько мы помогаем друг другу. И, наверное, в этом удержаться, сдержаться тоже помогает в каждом человеке свое видение, а у мусульман это религия, которая призывает их чтобы они были милостивыми, справедливыми, любили друг друга и, конечно, всегда помогали нуждающимся, будь это старики, молодежь, дети-сироты, женщины или какой-то больной человек. Да? То есть здесь должно быть сплоченность, понимание и взаимоподдержка. Ваша организация «Мутакалим» – это первая организация, которая появилась в Кыргызстане. И, как пишут средства массовой информации, она широко известна в Кыргызстане своей правозащитной и просветительской деятельностью. Скажите, пожалуйста, вот роль женщины в нашем обществе – это не только мать, жена, да, хранительница очага, но и она имеет активную позицию. Скажите, пожалуйста, вот вы объединили женщин-мусульманок, которые совершают, да, 5-кратный намаз, верят в Аллаха. Вы какие благие дела вот совершили за вот эти годы существования? Какую пользу вы принесли обществу? Как подняли роль и значение женщины? Спасибо большое за такой вопрос. Я думаю, во-первых, наша организация в постсоветском пространстве – это единственная исламская женская организация, которая работает, потому что, когда мы создавали эту организацию, подобия нашей организации не было у нас вообще в постсоветском пространстве. И многие вопросы задавали, зачем отдельно женскую организацию открывать, ведь у нас же есть духовное управление мусульман, вот туда идите, все мусульмане, этого достаточно. Нет, мы добились, чтобы для нас, мусульманских женщин, мы открыли отдельную организацию, потому что, чтобы женщинам было удобно общаться. Мы, наверное, за 22 года существования, у нас по всему Кыргызстану есть филиалы, мы работаем, и наша основная миссия – это выступить мостом
между религиозным сообществом и государством. И в течение 22 лет мы занимаемся этим делом. Да? Мы разъясняем религиозному сообществу, насколько важно уважать законы государства. Также мы пытаемся объяснить государству, почему важны определенные религиозные атрибутики для религиозного сообщества. И то, что мы добились такого большого диалога, это у нас в Кыргызстане не запрещается ношение платков, да, вот уже сколько лет в школах и в вузах, хоть где, да, я встречаюсь и с президентами в платке, мне никто не запрещает, у нас такое демократическое государство. Да. Вторая, что Кыргызстан нам разрешил фотографироваться в паспорте в платке мусульманским женщинам. Да. Это тоже очень огромная работа была, проделанная именно разъяснительная, и выступать мостом между светскостью и религиозным сообществом, да, насколько эти атрибутики важны как для религиозного сообщества и что оно не противоречит законодательству нашей страны. Конечно, чтобы получить эти разрешения, мы собирали 300 тысяч подписей, добивались. Но это то, что касается, что мы выступаем мостом. Основных у нас организаций 8 направлений, в которых мы работаем. Мы понимаем, что именно получение знания – это важное. Это номер один, потому что пророк ﷺ сказал, требовать знания обязаны и мужчины, и женщины. И первый аят, который был ниспослан Всевышним, это было суратуль Аляк, читай, первый аят, пророку пришло ему, читай. Тогда пророк Мухаммад алейхиссалям сказал, ма ана бикари, я не умею читать. Тогда ему еще раз Джабраиль алейхиссалям сказал, читай. Да, то есть первый мессендж от Всевышнего это было читай, да, и получайте знания. И поэтому мы номер один своего направления делаем, чтобы женщины, и мусульманки, и не мусульманки, чтобы они стремились получить знания. Это очень важно, чтобы у них был какой-то профессиональное образование, элементарное образование, хотя бы 9 классов образования. Да? И я буквально месяц тому назад, целый месяц проводила призывы по Инстаграму, прямые эфиры, чтобы насколько важно получать образование нашим девочкам. Приводили разных героинь, женщин, докторов, профессоров, кандидатов, которые за рубежом работают, в стране, имеют хорошую профессию, да, чтобы они рассказывали нашей молодежи, почему важно получить высшее образование, почему они должны поступить в вуз, да, и не надо им временно думать, что вот я сейчас пойду работать, я там потом буду учиться. Нет, они не будут учиться. Я очень часто езжу в Москву, за рубеж, когда езжу, встречаюсь с нашими мигрантами. И мне очень обидно, почему они все хотят получить образование. Но, к большому сожалению, из-за экономических невозможностей они уезжают. И мы говорим, давайте обучаться. Да? И очень много женщин мы призываем, чтобы они получали образование. Призываем их родителей, чтобы они давали образование девочкам. Потому что это мать, хранительница очага. Насколько эта мама будет образованная, настолько будет наше общество, государство образованным. Да? Это очень важно. Второе направление нашей организации, это мы как миростроители работаем в вопросах миростроительства, противодействия экстремизму, терроризму, да, создаем очень много, готовим религиозных лидеров, женщин закрытых сообществ, создаем им платформу, базу, мы их продвигаем в обществе, да, чтобы они могли выступать как лидеры, решать проблемы своего села, своего города, да, потому что лучше их эту проблему никто не знает. Я, если как эксперт поеду в село, я пока пойму, пройдет 2 года. Она живет там, тем более у нас местный бюджет распределяется, чтобы они были активными депутатами местного кенеша, распределяли бюджет, да, и решали вот эти социальные проблемы своего общества. Скажите, пожалуйста, вот когда женщина имеет такие сильные лидерские качества, это не нарушает баланс в семье? Наверное, нет, потому что, во-первых, женщина должна быть мудрая. И то, что идет страх, что если женщина умная, это будет несчастная семья, я думаю, это стереотипное понимание. Мы все сейчас понимаем, когда зарплата невысокая, и в государстве должны работать и муж, и жена, чтобы прокормить семью. Да? И когда жена образованная, она знает, как правильно питание, да, что и фасоль, и мясо – это одни
те же витамины дают для человека белок, почему бы не использовать фасоль, которая 30 сомов стоит, чем мясо 500 сомов. Да? То есть женщина, насколько она образована, она будет беречь этот очаг, развивать этот очаг и давать образование своему ребенку, чтобы этот ребенок работал, выступал хорошо. Я думаю, женщина, которая образована, она может и дома успевать, и работать успевать, да, и 5 копеек свои заработать. Опять же, куда деньги тратят женщины? Это своим детям, своему дому. Она условия создает для своих детей, оплачивает им курсы, она занимается самообразованием. И это, наверное, только должно радовать умных мужчин, если он понимает, ее поддерживает, потому что это же благополучие его семьи, будущее его рода. Вы добиваетесь того, чтобы при муфтияте был специальный отдел по защите прав женщин-мусульман. Скажите, пожалуйста, женщинам нужна поддержка со стороны Думка и государства? Обязательно. Но я всегда хочу сказать, что мы вот по статистике, сколько исследований делаем, где-то 80, где-то 90% говорят в Кыргызстане мусульмане. Да? И при последнем Курултае, где я выступила, я сказала, что нужно открывать женский отдел, чтобы специалисты, женщины работали женщинами. Потому что у нас, если 90% населения мусульмане, значит из них, если по статистике более 50% это женщины. То есть вот эта часть выпадает, мало кто с ними работает. И мы бы хотели, чтобы эти женщинами работали женщины, чтобы они давали им теологические разъяснения. Да? Мы отличаемся физиологическими. Да? Есть определенные вопросы, которые женщина хочет ученой женщине, теологу задать, получить ответы. Да? Иногда стесняются приходить к мужчине и говорить свои физиологические проблемы. И поэтому для женщин необходимо, чтобы был такой отдел, где женщины могли бы посоветоваться. Это первое направление. Второе, это должно быть, чтобы религиозными женщинами, лидерами, их сейчас очень много, и очень много, когда исследования делали тоже в 2003-2005 году, да, 10-й отдел МВД, что в экстремистских организациях 24% женщины попадают. Значит, мы с ними системно не работаем. Если в Кыргызстане есть более 2836 мечетей, из них более 1500 мечетей читают джума намаз, то есть это есть возможность в каждом селе 2-3 мечети, куда ходят мужчины. С ними работают проповедческие работы, да, наши имамы прекрасно работают. К большому сожалению, женщинам никто не работает, они просто выпадают, и они обязаны работать в системе худжра. Да. Очень мало, да, сейчас стали вот после концепции в результате открывать определенные женские центры, но их очень мало, малое количество. И вторая проблема, никто не оплачивает им зарплату, то есть они должны все время быть волонтерами. И мы просим, чтобы открыли женский отдел, сделали систему, и чтобы именно с муфтията для них выделяли заработные платы. Чтобы хотя бы в каждой области по 2-3 женщины занимались, чтобы они это все централизовали, вели, да, обучали их, как правильно вести, в рамках законодательства, как делать, да, чтобы, потому что выходят новые законы, вели разъяснительные работы. То есть, мне кажется, они больше выступали бы, помогали бы в государстве сохранить вот эту стабильность и вести разъяснительные работы вот в этих закрытых сообществах женщин, нашу госполитику. Скажите, пожалуйста, а вот баланс между верой и светским государством, какой он должен быть? Вы знаете, я всегда говорю, государство это как зонтик, да? Он нас всех защищает своим законом, да? То есть закон это для всех верующих, он одинаков, будь то мусульманин, крестьянин, какой бы ты веры ни был, ты одинаков для этого государства. И под зонтом находятся все религиозные организации, веры, да? И эти верующие люди не должны нарушать законодательство в государстве, в котором ты живешь. И государство не должно ущемлять права верующих людей, которое не делается у нас. Да? И каждая религия должна в своем обществе проповедовать свою религию, чтобы он не противоречил интересам государства. То есть, мне кажется, у нас все условия есть, и мы должны просто развиваться, понимать, поддерживать, делать правильные месседжи, чтобы люди жили хорошо. В каждой религии же основной месседж, чтобы человек был добрый, справедливый, любил своего Создателя и создавал мир, где он живет.
И, наверное, мы должны стремиться к этому. Ну, вера– это очень такое личное, интимное дело для каждого человека. И, наверное, нет ни одного человека в мире, который бы когда-нибудь не обратился, да, с мольбой о помощи Господу Богу. Так устроен человек. Но вот в этот год, в год пандемии, мы, конечно, молимся за здоровье своих близких. И вот интересно, что президент в своей речи поздравительной с Курманайтом призвал всех кыргызстанцев пройти вакцинацию. Вы до эфира сказали, что вы несколько дней назад тоже сделали вакцину. Скажите, пожалуйста, почему вы приняли такое решение? Я считаю, что, во-первых, вакцинация она необходима, потому что она будет нас защищать. Я в прошлом году очень сильно переболела ковидом. Я вообще вот своим всем детям тоже брала вакцинации, да, и я считаю, что это необходимо, чтобы предостеречь наше население, да. И, наверное, это единственное массовое сохранение незаболевания мира, чтобы мы брали эту вакцину, да. И чтобы сберечь свое здоровье, потому что Всевышний сказал, я вам даю здоровье, это аманат, да, временное пользование для вас, и вы должны сохранить его. Раз сейчас люди придумали очень хорошее средство, как вакцина, сохранить себя, значит, я должна им воспользоваться, потому что для человека дается самосохранение, это от Корана. Второе сохранение – это когда люди создают, да, это лекарства, врачи, да. И третьей болезни нету лечения – это смерть. То есть у нас всегда есть два выбора, да. Мы Всевышнего просим, молимся, читаем Коран, читаем намаз. И то, что наши изобрели медики, ученые, да, в этом направлении, значит, мы должны этим пользоваться, чтобы сохранить свое здоровье. Я бы призвала бы всех кыргызстанцев, возьмите вакцины. Я сама получила 5-6 дней тому назад. Ну, 2-3 дня идет как бы головокружение, а потом состояние очень хорошее, да, чем заболеть, лежать в больнице по месяцу, да, не дай бог в реанимации, очень много наших знакомых лежат. Наверное, мы должны быть осознанными, беречь себя и своих близких. Я думаю, это единственное решение. Медики часто бьют тревогу и говорят, что верующие отказываются делать прививки своим детям. Скажите, пожалуйста, вот сейчас ситуация как-то изменилась, вот отношение к вот этим медицинским знаниям и помощи, которую может оказать именно вакцина не только от коронавируса, но и Вообще, другая. да. Ну, очень большая ведется работа, именно разъяснительная работа с верующими. Наверное, многие верующие получают, есть из них какая-то определенная часть, которым работает Госагентство по делам религии, Духовное управление мусульман, Министерство здравоохранения, ведут разъяснительные работы. Конечно, мы все понимаем, что вопросы вакцины, да, это идет большой интерес больших людей, это финансовые интересы, да, больших институтов, и поэтому, конечно, они ведут свои войны именно в социальных сетях, да, идет антиреклама, реклама, то есть вот это тоже очень большое влияние идет для людей, которые имеют мало образования медицинского, да, которые глубоко недопонимают религию, да, не читают хадисов пророка, а здесь именно получение вакцины – это самосохранение, получение. Даже во время чумы, когда было сахаба не заходил в этот город, он возвратился назад, да, то есть есть вещи, которые нам нужно обратить внимание, да, и здесь тоже идет, что к вопросу вакцины она очень важна, и мы должны вести разъяснительные работы, очень большие. И, наверное, здесь, наверное, я бы сказала бы, религиозники некоторые отказываются. Почему? Потому что Министерство здравоохранения не ведут
четкую работу, очень мало разъяснительной работы у нас идет, очень мало видеороликов, которые отвечало бы то, что хотят видеть религиозное сообщество, его состав какой, да, какая реакция идет. И мне кажется, здесь нужно на кыргызском простом языке объяснять населению, почему это нужно брать. И тоже вакцину где-то 3-4 тому назад наш Азрити Муфти тоже получил, члены советов улемов тоже получили. И у нас совет улемов дали заключение, что кто пожелает, можете брать, да, это ваше право, то есть ничего запретного в этой вакцине нет. То есть вот эти вещи, наверное, нам нужно объяснять, вести очень большие разъяснительные работы населению. И, наверное, здесь уже Министерство здравоохранения, наши вирусологи должны очень активно работать. Огромное спасибо вам, что вы нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Сегодня наша встреча состоялась в такой священный день, в день празднования Курманайта, когда мы все полны надежды и веры в светлое будущее. Я прошу вас поздравить всех кыргызстанцев с праздником Курманайт. Спасибо. Уважаемые кыргызстанцы, я вас всех поздравляю с великим праздником для мусульман, с Курбан-айтом. Пускай этот праздник принесет вам всем счастье, благополучие, чтобы ваши родные не болели, если кто болеет, выздоровел. И, конечно, чтобы эта пандемия быстрее прошла и процветание нашему государству. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы беседовали в студии с Фронбек Кызы-Джамал, председателем правления общественного объединения «Прогрессивное общественное объединение женщин Мутакалим». Оставайтесь на Лото 24 с праздником Курманайт.